переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Вы сами стали свидетелями беспрецедентных арестов бывших и действующих членов нашей команды Темиров Лайф и АйТайДС. Сен экөөбүзгө керекпи переворот? Эмне кылабыз биз? Обращаюсь к тем, кто стоит во главе государства. Я не знаю, что вам наговорил Улан Ниязбеков и Надира Нарматова. Уважаемые кыргызстанцы, вы сами стали свидетелями беспрецедентных арестов бывших и действующих членов нашей команды Темиров Лайф и АйТайДС. Это сделано усилиями сотрудников МВД. Буквально в ноябре и декабре мы сделали расследование по министру внутренних дел Улану Ниязбекову, а до этого на депутата Надиру Нарматову. В декабре по заявлению Надира Нарматовой было досудебное расследование в отношении моей супруги и директора проектов Махават Таджбек-Кызы. В тот раз им не удалось гражданское дело превратить в уголовное, но они не оставили попыток и в январе организовали такую акцию по уничтожению команды на корню. Обращаюсь к тем, кто стоит во главе государства. Я не знаю, что вам наговорил Улан Ниязбеков и Надира Нарматова, но обвинение нас в призывах к госперевороту абсурдны, и вы не найдете того, чего ищете в наших компьютерах и телефонах, потому что все, что мы расследуем, либо не публикуется вообще, если нет доказательств, или вы можете увидеть на официальных наших YouTube-каналах Темиров Лайф и АйТайДС. Более того, мы неоднократно ранее говорили, что мы против госпереворотов, призывали избирателей быть ответственными на выборах. Кече 19-ында дагы митинг кылабыз дешпеди. Негизи мыйзамдан алганда переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Сен экөөбүзгө керекпи переворот? Эмне кылабыз биз? Ким байлыгын, бийлигин жоготсо, влияниясын жоготсо, таасирин жоготсо, ошолор кайра ошо таасири менен байлык, бийлигин кайрадан восстанавливать этиш үчүн бир нерсени жасайт. Меня спрашивают, что вам, кыргызстанцам, дали эти революции? По сути-то ничего не изменилось, говорят они. Я говорю, что это опыт, которого нет у других стран. Теперь мы знаем, что будет, если мы не будем приходить на избирательные участки. И не просто ходить, а нам еще предстоит научиться контролировать сам ход выборов. Электронное голосование дискредитировало себя на прошлых выборах. Нам нужно будет еще научиться биться за каждый бюллетень на каждом участке. Но это уже в будущем. А теперь вернемся к провокации Улана Ниязбекова и Надиры Нарматовой. Эти аресты и так нанесли урон имиджу руководства страны на международном уровне и поставили первых лиц, да и всю страну в целом, практически в один ряд с диктаторскими Северной Кореей и Туркменистаном. И нельзя не сказать об ответственности президента. При его личном попустительстве происходит нарушение конституционных и международных прав. Поэтому предлагаю руководству страны вмешаться и за отсутствием состава преступления отпустить наших бывших и действующих сотрудников, закрыть уголовные дела и вернуть нам наше оборудование. Прекратить преследование и травлю через госканалы, фабрики троллей, домкомов, айлукмету и религиозных служителей. Уволить министра внутренних дел Улана Ниязбекова и привлечь его к ответственности. Именно он и Надира Нарматова, чтобы спасти свои должности, пошли на обман, тем самым поставив под удар нашу государственность и будущее страны. Более того, в ходе следствия и задержаний нарушены множество законов и международных прав. И все это фиксируется. Я знаю, что наших ребят и девчат без адвокатов допрашивают по информации, которой у нас нет и никогда не было. Это лишь выдумка министра внутренних дел Улана Ниязбекова, ну и некомпетентность аналитических служб при органах безопасности и при институте президента.
Ну и знайте, что это большая непростительная ошибка, потому что журналисты по всему миру восприняли эти аресты как личную обиду. Ну а мы, что бы ни произошло, продолжим свою работу по контролю решений и действий чиновников через наше расследование и материалы. Потому что это наша миссия, как журналистов, и историческая миссия кыргызских акынов. И не сомневайтесь, мы будем биться за наших ребят и девчат до полного их освобождения и снятия всех обвинений. В этом можете точно не сомневаться и даже не питать надежд.